Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. С главными событиями дня вас познакомит Султан Нугайбеков, и вот о чем мы вам расскажем. Успехи есть, но вопросы остаются. Это налаживание новых операционных связей, выстраивание логистических цепочек и поиск рынков сбыта. Что происходит в Набережных Челнах, узнал Дмитрий Аренин. Открытие мемориальной доски участнику специальной военной операции Рафилю Гайнадинову. Он всегда был такой целеустремленный. Он всегда был с детства организатором. Как чтят память участников СВО в Балтасинском районе, расскажет Иван Сарафанов. Они ушли на СВО добровольцами и за свои подвиги удостоены высоких государственных наград. Это долг перед Родиной, который каждый человек должен выполнить, каждый мужчина. О настоящих героях Вероника Гайнудинова. Несмотря на все вызовы, Набережные Челны сохранили устойчивое социально-экономическое развитие. Сегодня с участием Рустама Минниханова в городе подвели итоги минувшего года. Как отметили, «Автоград» успешно развивает малый и средний бизнес. Импортозамещение компонентов своей продукции добился КАМАЗ. Предприятия города производят 10-ю часть республиканского валового продукта. Вместе с тем есть и проблемные вопросы. В Набережных Челнах скопился миллиард рублей долгов по налогам. От горожан поступают жалобы на ЖКХ и медицину. Как собираются решать проблемы и какие приоритетные задачи ставит руководство республики, расскажет Дмитрий Аренин. Набережные Челны второй по численности в город Татарстане. Сейчас здесь проживают 528 тысяч человек. По итогам минувшего года в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов республики «Автоград» занял 8-е место. Машина, она вот неделю назад с Якутска пришла. Челнинская компания, производящая снегоболотоходы, смогла быстро адаптироваться к новым экономическим условиям. Все разработки свои. Импортные компоненты составляют всего 10%. Санкции сильно не повлияли на нас, так как запчасти данной машины там процентов на 90 это отечественного производства. Она очень ремонтно пригодна, все запчасти практически есть на рынке. Единственное, прошивка двигателя, там электроника немножко, но это все решаемо. Свою продукцию крупные предприятия, а также малый и средний бизнес «Автограда» представили на выставке. Ее осмотрел Рустам Минниханов. Это что у нас? Мы занимаемся производством крепежа, но основная специализация – это изготовление именно корончатых и прорезных гаек. Сейчас 40% промышленности «Автограда» приходится на долю КАМАЗа. По итогам минувшего года промышленное производство и, как следствие, валовой территориальный продукт немного сократились. ВТП составил более 300 миллиардов рублей. Это порядка 9% всего валового продукта республики. В текущем году предприятия столкнулись с целым рядом трудностей. Однако, благодаря прочному фундаменту, заложенному в предыдущие годы, бесперебойной работе предприятий, экономика города оказалась устойчивой к внешним вызовам. Следующие задачи – это налаживание новых операционных связей, выстраивание логистических цепочек и поиск рынков сбыта. Успехи в экономике города отметил Рустам Минниханов и поблагодарил производителей «Автограда». Большой вклад в развитие бизнеса вносит территория опережающего развития. Ее резиденты создали более 7,5 тысяч рабочих мест. Челны всегда он славился своими подходами по малому и среднему бизнесу. Доля составляет более 34%. Но и самое главное, город по вовлеченности граждан в предпринимательство занимает 4-ю позицию на душу населения, а по количеству занятых 5-ю позицию. При бурном росте бизнес столкнулся с нехваткой производственных площадей. Люди готовы дальше развиваться, вкладывать в свое производство, расширяться, но не хватает в Челнах пока производственных площадей. Как отметил Сергей Когодин, минувший год для КАМАЗа получился небывало сложным. Предприятию удалось сохранить производство и коллектив. Выпустили 45 тысяч автомобилей. Выручка составила 267 миллиардов рублей. Для обеспечения технологического суверенитета была поставлена цель возобновить производство поколения автомобилей К5 на новой санкционно устойчивой компонентной базе и даже с улучшенными потребительскими свойствами. Цель достигнута. В феврале текущего года с конвейера сошел первый обновленный автомобиль КАМАЗ-54901. Разработан двигатель
Р-6 объемом 13 литров с повышенными мощностями и экологическими характеристиками. Важный вопрос для КАМАЗа – подготовка специалистов по рабочим профессиям. Ее обсуждали неделю назад на Совете безопасности республики. Для города Рустам Минниханов обозначил несколько задач. Так в Челнах накопилось более миллиарда рублей долгов по налогам. Также городу нужно уделить внимание работе общественного транспорта и в сфере ЖКХ. Растет количество обращений в систему «Народный контроль» и поступают жалобы в соцсетях на работу управляющих организаций, коммунальных и дорожных служб, а также медицинских учреждений. Социальный опрос показывает, качество медицинской помощи удовлетворены 62%, в среднем по республике 75%. Обратите внимание. Главный врач БСМП Марат Мухамадеев обратился к Рустаму Минниханову с просьбой поддержать финансирование капремонта 5-й городской больницы. Средства нужны и на обновление оборудования. Райс республики обозначил еще одну задачу. Градостроительное развитие Челнов неразрывно связано с Тукаевским районом. Поэтому при застройке исполкому необходимо тесно работать как друг с другом, так и с Институтом пространственного развития. В целом, сами челнинцы позитивно отзываются о происходящих в городе изменениях. Думаю, что в нашем городе много хорошего сделано последний год. Это, во-первых, мастеровые, какой-то русский драмтеатр. Много детских садов построили. Мобилизация, люди сплощеннее стали. Это очень радует. Вот сразу видно наш патриотизм. Только вот который в России, в Татарстане, вот люди помогают друг другу. Набережные Челны продолжают оказывать большую поддержку военнослужащим в зоне СВО. Силами челнинцев направлено более 500 тонн гуманитарного груза, в том числе в Лисичанск. Рустам Минниханов поблагодарил жителей города за активное участие. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Набережные Челны. Отдельно на сессии в Набережных Челнах Рустам Минниханов остановился на теме СВО. Ровно год назад президентом страны было принято решение о начале специальной военной операции. Раис республики подчеркнул, многие татарстанцы достойно защищают интересы Родины в зоне боевых действий. Одной из главных задач сегодня, по словам Рустама Минниханова, является поддержка военнослужащих и их семей. По решению президента страны будет создан специальный государственный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции, который будет координировать представление им социальной, медицинской и всей другой необходимой поддержки. Но также президент подчеркнул, создание фонда не снимает ответственности с других структур и уровней власти. Мы, как и прежде, военнослужащим и их семьям будем уделять самое пристальное внимание. В городе Набережные Челны в этом направлении ведется большая работа. Здесь с первых дней СВО на высоком уровне было выстроено взаимодействие промышленных предприятий, бизнес-сообщества и волонтерского движения. Организована системная работа по оснащению и материальному обеспечению военнослужащих, поддержкой их семей. Сегодня в Автограде Рустам Минниханов посетил производство «Челны хлеб». Предприятие – один из лидеров хлебопекарной промышленности республики. Ежедневно здесь выпускается 75 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий. Всего больше 100 наименований продукции. Раис Татарстана ознакомился с работой цеха и осмотрел новую линию по производству батонов. Также Рустам Минниханов пообщался с коллективом и поздравил их с 50-летием производства. Сегодня в Казани презентовали всероссийский фотопроект «Жены героев». В БКЗ открылась специальная выставка. Здесь 40 фотопортретов женщин из Татарстана, чьи мужья сегодня в зоне специальной военной операции. Рядом с фото письмо или стихотворение, адресованное своим защитникам. Проект зародился в сентябре в Самаре и охватил более 50 городов России. Москва, Можайск, Новосибирск, Екатеринбург, Томск и сейчас дошел до Казани. Как ждут своих героев супруги и что писали в своих письмах жены военных, узнал Иван Сарафанов. Присоединилась я к девочкам, потому что мы за мужей своих. Марина – жена офицера, который сейчас выполняет свой военный долг в зоне СВО. Воспитывает 5-летнего сына. Говорит, часто пишу мужу письма, а сын дополняет рисунками. Поддерживаем их, ждем. И обязательно, чтобы дети наши помнили и знали, где их папа. Чувство, конечно, вообще переполняет, потому что мы еще и второго ждем. Сегодня в БКЗ презентация всероссийского проекта «Жены героев». Здесь фотопортреты и письма 40 женщин Татарстана. Посмотреть на работы пришли сотни людей. Участницы проекта говорят, так мы поддерживаем всех наших защитников. В Казани инициатива реализована благодаря Оксане, супруге полковника Росгвардии. Этот проект о силе духа
о самоотверженности, преданности и красоте наших жен, которые, накинув на плечи китель, на свои хрупкие плечи, показывают всем, что они под надежной защитой своих мужчин. Альбина, как и 7 других участниц проекта, потеряли своих мужей на СВО, но посчитали своим долгом продолжать поддерживать всех, кто ценой своей жизни защищает Родину. Когда я знала о том, что по миру и вообще, в принципе, по России шагает данный проект, я не смогла оставаться в тени, потому что мой муж шел до победного, и я должна сейчас эту память снести в люди, последние слова которого были следующие: «Я присягу давал народу». Проект зародился в Самаре в сентябре. Инициатором стала жена командующего 2-й армии. Участие в нем приняли более 50 городов России. Это проект, рассказывающий о любви сквозь километры. Девушки, они через письма, через выражение глаз, которые сумел подчеркнуть фотограф, они показывают то тепло, которое хранится у них в душе. Фотовыставка приурочена к годовщине начала специальной военной операции. Следующая пройдет в марте, накануне Международного женского дня. И сегодня для всех участниц проекта «Жены героев» прошел концерт «Своих не бросаем». Здесь прозвучали знакомые и любимые песни времен Великой Отечественной войны: «Катюша», «Юность моя», «Мгновение о героях былых времен». Иван Сарафанов, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. 7 уроженцев Татарстана стали героями страны в ходе специальной военной операции. 3 посмертно. Это танкисты для Лениногорского района Дамир Исламов, Дамир Гелимханов из Казани, Андрей Соколовский из Тетюш. Еще 4 героя России, наши земляки, продолжают выполнять свой воинский долг. Это Раиль Габдрахманов, уроженец Алькеевского района, Иван Дадосов, родился и вырос в Пестрецах, генерал-полковник Александр Лапин из Казани. В январе указом президента страны звание Героя России было присвоено еще одному нашему земляку Сергею Хайрудинову. В селе Верхний Субаш Балтасинского района открыли мемориальную доску Рафиля Гайнудинова, участника СВО. Ему был 31 год. Он погиб, выполняя свой воинский долг, и посмертно награжден Орденом Мужества. Его вручили родным военнослужащего. Рафиль служил в Сирии, Армении и Таджикистане, был командиром танка. Как его вспоминают односельчане и родственники, и как чтят память героев в Балтасинском районе, в репортаже Ивана Сарафанова. Около школы, где учился Рафиль Гайнудинов, многолюдно. Здесь собрались его сослуживцы, одноклассники, родственники и односельчане. Мемориальную доску установили на здании школы. Здесь герой в военной форме. Он всегда мечтал служить родине и погиб, исполняя свой воинский долг. Он был командиром танка, офицером. 13 августа танк Рафиля Гайнудинова подорвался на мине. Ему был 31 год. Указом президента Российской Федерации Гайнудинов Рафиль Фагилевич награжден Орденом Мужества. Отцу героя вручают награду сына. До СВО Рафиль Гайнудинов проходил службу в Сирии, Армении и Таджикистане. Награжден медалями за боевые отличия, за отличие в воинской службе и за отвагу. Форму с наградами сына Фагиль и Гузель Гайнудиновы бережно хранят. В семье 5 детей, дочь и 4 сыновей. 3 из них военные. После окончания школы Рафиль пошел по стопам брата и поступил в Казанское танковое училище. Перед тем, как он погиб, мне приснилось очень много солдат. Испугалась и весь день переживала. На душе было неспокойно. Такой же сон мне приснился, когда ранили моего другого сына. На памятную церемонию смог приехать и брат Рафиля, Раиль. Сейчас он инструктор мобилизованных. Людей он очень любил, людей берег и всегда дорожил людьми, именно солдатами. Кому не позвонишь из его сослуживцев, его Рафилем никто не называл, все говорили Рафик. Рафик, говорит, легендарный мужик был. Здесь мы видим его фотографии. Вот здесь находится его отец и мать. В музее школы, где учился Рафиль Гайнудинов, открыли уголок памяти героя. Здесь история его жизни, детские фотографии и школьный альбом. Одноклассники отзываются о Рафиле как о сильном и волевом человеке. Он всегда был такой целеустремленный. У нас
Вот он всегда был с детства организатором, у него хорошие организаторские качества были. Всегда капитаном команды у нас был. Он был очень требовательным к себе, наверное, потому что увлекался спортом. Всегда на отлично сдавал нормативы ГТО. Мы поддерживали выбор сыновей стать военными и гордимся ими. Рафиль Гайнудинов – первый герой, награжденный орденом мужества посмертно из этого села. Иван Сарафанов, Адель Миндубаев, ТНВ, Балтасинский район. Героем нашего следующего репортажа стал Эдуард Шарафиев. В минувшем году молодой депутат Госсовета, который не служил в армии, решил отправиться добровольцем в зону СВО. Служба проходила на Авдеевском направлении, контракт закончился и парламентарий вернулся домой. На этой неделе на торжестве в честь Дня защитника Отечества Рустам Минниханов наградил Эдуарда Шарафиева медалью ордена за заслуги перед республикой. Подробнее о патриотичном парламентарии и чем он сейчас собирается заниматься, Дмитрий Аринин. Данное решение принято мной осознанно, я к этому полномерно шел. Деловой костюм и парламентскую трибуну на военную форму и службу в зоне СВО Эдуард Шарафиев сменил в ноябре прошлого года. До этого он в армии не служил, но увлекался боевыми единоборствами, был предпринимателем. В 2019 году стал депутатом Госсовета. Сначала СВО доставлял на Донбасс гуманитарные грузы. Общаясь и с бойцами, и с жителями, я всецело понимал, что им необходима наша всесторонняя поддержка. Семья меня и друзья всецело поддерживают. Конечно, есть определенные переживания, но все знают и понимают, что мы занимаемся правильным и нужным делом. Эдуард Шарафиев на 3 месяца заключил контракт с добровольческим батальоном «Ветераны». Дома остались супруга и 4 детей. Парламентарий служил на Авдеевском направлении. Регулярно отправлял видеоприветы семье и коллегам. Я рад приветствовать вас с территории специальной военной операции, где я в качестве добровольца выполняю поставленные перед нами задачи. Большое спасибо, коллеги. Я просто напоминаю, мы выражаем признательность нашему коллеге, депутату Государственного Совета Эдуарду Сулеймановичу Шарафиеву, который добровольно откликнулся по зову сердца. В начале февраля контракт закончился, и Эдуард Шарафиев вернулся на родину. Эдуард Александрович, мы рады видеть живым, здоровым. Реально, давайте аплодисменты. Эдуард Сулейманович был реально на передовой, и в окопах, в блиндажах, и охранные функции. Вот то, что делают наши ребята. На встречу с ним в Менделеевске пришли активисты ветеранского движения, школьники, родные и близкие мобилизованных. Основной целью и задачей моей было это более широко и глубоко узнать те потребности, которые есть перед нашими бойцами, перед мобилизованными, добровольцами, но и всеми теми, кто находится сейчас на передовой. Одно это когда доставляешь гуманитарный груз или передаешь, и другое, когда ты его получаешь сам. То есть я и отправлял гуманитарную помощь, и получал гуманитарную помощь, и поэтому теперь я знаю этот процесс от и до. Накануне Дня защитника Отечества Рустам Минниханов вручил Эдуарду Шарафиеву медаль ордена за заслуги перед республикой. И в моем лице правительство Республики Татарстан вручил всем бойцам, всем добровольцам, всем мобилизованным. Для меня лично это аванс. Эдуард Шарафиев стал гостем благотворительного телемарафона на ТНВ, посвященного Дню защитника Отечества. До и после СВО я остаюсь одним и тем же человеком. Просто окрепла моя уверенность в том, что мы делаем. А вот этот марафон, он позволяет каждому, даже находясь дома, сидя на диване, но подставить плечо, оказать поддержку нашим бойцам. Как рассказал Эдуард Шарафиев, он намерен продолжить организацию гуманитарных экспедиций для участников СВО и жителей Донбасса. С очередной миссией Эдуард Шарафиев уезжает 27 февраля. Дмитрий Айринин, Роман Фенин, ТНВ, Казань. Они ушли на СВО добровольцами и стали настоящими героями. За свои подвиги удостоены высоких государственных наград. Наш следующий репортаж об участниках СВО из батальона «Барс». Это Рушат Исхаков и Дмитрий Орлов. Разные судьбы, отличаются по характеру, но оба ушли защищать родину по зову сердца. Просто потому, что по-другому не могли. Вероника Гайнудинова встретилась с героями. Медалью за отвагу награждены младший сержант запаса Исхаков Рушат Раифович. Высокую государственную награду «Медаль за отвагу» Рушат Исхаков получил из рук Рустама Минниханова. Он участник СВО, добровольцем ушел в августе. Служил в ракетных войсках стратегического назначения. Сегодня по видеосвязи главные слова благодарности от мамы.
Это твой праздник, наш защитник. Ты делаешь все, что в твоих силах. Мы гордимся тобой. Еле сдерживая слезы, говорит мама Мустакида Исхакова. Рушат уехал на СВО, не сказав ничего родным. И до этого я частенько ездил на командировки по работе. И сказал, что очередной раз еду. Я говорю, ну там, говорю, со связью говорят, что-то это плоховато. Говорю. Позвонил только через 3 месяца из ростовского госпиталя. Получил ранение. Героем я себя не ощущаю. Это просто долг перед Родиной, который каждый человек должен выполнить, каждый мужчина. Награду вместе с Рушатом Исхаковым получил и Дмитрий Орлов, тоже доброволец. Они вместе с другими бойцами из окружения вывели 84 человека. Дмитрий также удостоен награды «Медаль за отвагу». Ефрейтор запаса Орлов Дмитрий Александрович. Дмитрий Орлов – сотрудник женской волейбольной команды «Динамо Акбарс». Шутит, что он человек с мягким характером. Боялся, что не возьмут. Никогда в армии не служил. У меня ограниченная годность по зрению была. Всю жизнь в очках ходил. Год-два назад сделал коррекцию зрения лазерную. Вот когда началось СВО, начал искать контакты. Взяли в батальон «Барс», говорит, чувство патриотизма с самого детства. За свой народ, за свой язык. Просто другого не дано. Мы здесь родились. Дмитрий Орлов и Рушат Исхаков вернулись домой в декабре и снова собираются на СВО. Говорят, Родина на нас рассчитывает. Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, Роман Фенин, ТНВ, Казань. В Мензелинске не досчитались почти 5 миллионов рублей взносов населения на капремонт. Куда пропали деньги мензелинцев, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Владельцы электромобилей с 1 марта не будут платить за проезд по платным федеральным трассам. Такое решение приняло правительство страны. Эксперимент проходит в рамках концепции развития производства и использования электротранспорта до 2030 года. Как отмечают, электроавтомобили более экологичны и экономнее в использовании. В последние годы с развитием сети зарядных станций число электрокаров растет. В Татарстане сейчас их более 400. Как в республике, в том числе и с учетом санкций, развивается инфраструктура такого транспорта и как о нем отзываются его владельцы, узнал Рамиль Галиулин. Берут ради 3 букв «Э». Это экономия, экология и эксперимент. Программист из Иннополиса Михаил Серегин за рулем электрокара уже 2 года. До этого ездил на обычной машине на бензине. Как говорит, теперь меньше денег уходит на заправку и парковку. Когда я ездил со средним расходом, по-моему, в 20-30 тысяч километров в год, в месяц у меня уходило 1000 рублей на электричество. На бензин я бы тратил тогда 12 тысяч рублей, если бы ездил на бензиновом автомобиле. И как бы весь муниципальный паркинг, который у нас в Казани есть, и, собственно, в центре города, все становится бесплатным. Это, опять-таки, для тех, кто работает в центре, очень удобно. Это, собственно, основная причина, по которой на предыдущем месте работы я взял электромобиль. Бум на электромобили в России наблюдается последние 3 года. Заряд популярности дали отмена ввозной пошлины и развитие сети заправочных станций. Сейчас в Татарстане насчитывается более 400 электрокаров и 150 точек их подзарядки. 3 из них в Иннополисе. Как отмечают, сервис сразу стал популярным. Приезжают заряжаться и местные жители, и водители с соседних трасс. Планируем развивать это направление. Многие жители рассматривают вопрос именно покупки электротранспорта, потому что экологичность и зеленая повестка является такой приоритетной для многих, скажем, айтишников и многих, молодых людей. Самый сложный элемент – это контроллер управления. Как говорят специалисты, прежние зарядные станции содержали импортные компоненты. Сейчас в этой сфере наша наука и промышленность уже освоили импортозамещение. Сейчас, безусловно, в свете событий, произошедших, немножко усложнились отношения с Европой, но уже сейчас наши татарстанские производители научились практически весь комплекс элементов производить здесь у нас. Мы создаем диагностический комплекс зарядных станций переменного тока. В Казанском энергоуниверситете в области электроавтомобилей идут и научные исследования. Так, на минувшей неделе Рустаму Миниханову презентовали студенческий стартап по созданию прибора, который поможет избежать поломок. Часто электромобили, так скажем, чипируют. То есть у них есть зарядные модули внутри встроенные, которые рассчитаны, например, на 10 киловатт. Они их чипируют на большую мощность, но при этом элементную базу, которая сможет вытянуть эту мощность, они не меняют. И в ходе заряда на большей мощности они выгорают электромобили. Как раз данный прибор разрабатываем, который будет иметь некий ГОСТовский номер, то есть он проверен, этот прибор. Он с этим прибором приезжает, проверяет свою зарядную станцию и говорит, то есть да, у нас зарядная станция рабочая, у вас проблемы в электромобиле.
То есть или наоборот, если вдруг действительно зарядная станция не рабочая. Для большей популяризации электротранспорта правительство страны решило с 1 марта сделать для него бесплатным проезд по платным федеральным трассам, в том числе и по М12, которая пройдет через Татарстан. Также для удобства автомобилистов на дорогах республики будут строить больше зарядных станций, примерно по 2 на каждые 100 километров. В рамках пилота будет построено 20 быстрых зарядных станций мощностью на 150 киловатт. Они обеспечивают именно быструю зарядку электромобилей. Плюс есть разработки уже частных инвесторов, которые хотят реализовывать проекты по медленной зарядке, установке медленных зарядных станций. Сейчас определяется, какие это будут трассы. Это, разумеется, будут все крупные трассы республики. Это будут и трассы как федеральные, так и региональные. Мы постараемся, чтобы сеть зарядных станций была охвачена вся территория республики. Также по предложению Татарстана рассматривается проект создания в стране единой интернет-платформы расположения зарядных станций. По планам, к 2030 году каждый 10-й производимый в стране автомобиль будет именно электро. Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аринин, Роман Финин, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, и это рубрика «Смыслы» на ТНВ. На этой неделе Евросоюз ведет очередной пакет санкций против нашей страны. Знаете, какой по счету? 10-й. Уже введены более 13 тысяч ограничений, запретов, персональных санкций. По этому показателю Россия давно, если так можно выразиться, превзошла все другие страны – Иран, Сирию, Северную Корею. Сегодня уже очевидно, Запад с треском проиграл эту экономическую войну, что для самих европейских элит стало неприятным сюрпризом. Не зря глава Евросовета Шарль Мишель с плохо скрываемым раздражением заявляет, что все основные санкции против России уже введены, а новые пакеты ограничительных мер направлены исключительно на закрытие слабых мест и предотвращение попыток обхода. У Запада уже нет действенных инструментов давления на Россию. А ведь как браво начинали. Грозили, что один SWIFT добьет нашу банковскую систему. А уже когда ЕС откажется покупать нашу нефть и газ, изолировать нашу страну оказалась задачей неподъемной, а по сути нереальной с учетом как размеров России, так и ее экономического, а главное геополитического веса. Во-вторых, как уже не раз было заявлено, санкции – это всегда инструмент обоюдоострый. Чем больше рестрикций вводит Запад, тем больше сам же от них страдает. Экономика той же Германии становится неконкурентоспособной без наших дешевых нефти и газа. А масштабный энергетический кризис будет волнами накрывать все пространство Евросоюза. Первые тревожные звоночки с небывалым взлетом цен на газовом рынке уже произошли в минувшем году, дальше будет только хуже. Ну и главное, что на Западе категорически не хотят признавать. Россия постепенно начинает обретать свой технологический суверенитет. Потоки энергоресурсов, которые в значительной мере были перенаправлены с ненадежного Запада на набирающие обороты Китай и Индию, по-хорошему должны были бы в большей степени поработать на внутренний рынок, на нашу экономику. Так это и происходит в принципе. Хотя все мы хотим, чтобы российский производитель быстрее обретал уверенность, силы и своего потребителя. В этой ситуации некоторые попытки Запада как-то напоследок насолить, сделать, как они считают, еще больнее жителям России, смотрятся жалко, даже нелепо. Скажем, в 10-м пакете санкций ЕС хочет лишить россиян своей сантехники, прежде всего биде, унитазов, смывных бачков и других товаров. У нас рынок отреагировал спокойно. Во-первых, есть поставки достаточно качественной сантехники из Китая, Ирана, Индии, Турции. А во-вторых, в России уже налажено собственное производство такой продукции. Да и если разобраться, в чем был смысл поставлять задешево ресурсы на Запад, чтобы они имели возможность производить сантехнику, которую потом задорого продавали нам. Те же самые раковины и биде, которые мы сами давно научились делать. Ну согласитесь, вывернутая какая-то логика. Хорошо, что, по крайней мере, в экономике многое становится более разумным. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. В феврале Geely Canavto объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд Geely честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом Geely Canavto 230 30 30.
Компания «Алтей». Летая посуда по ГОСТу с безопасным покрытием. Получи скидку 30%. Укажи при покупке на сайте промокод ТНВ30. В магазине «Улыбка радуги» со 2 февраля по 1 марта скидка 35% на весь бренд «Люкс Визаж». Только по карте покупателя. Приходите в магазин «Улыбка радуги». Приглашаем посетить интерактивный мультимедийный комплекс «Клуб Шерек». В комплексе регулярно проходят экскурсии, спектакли, концерты, лекции и творческие встречи. Ждем вас по адресу: улица Татарстан, дом 8. Для зрителей старше 6 лет. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Уважаемые татарстанцы и гости республики, разрешите от имени политической партии КПРФ поздравить вас с Днем Защитника Отечества, Днем создания Красной Армии Военно-Морского флота. Пожелать вам здоровья, успехов, благополучия и мирного неба. Спасибо. Компания «Алтей». Новое производство литой посуды. Безопасное покрытие. 7 слоев с минеральными частицами. Строго по ГОСТу. «Алтей». Вечная любовь к здоровой кухне. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников «Эксид». Только в феврале с преимуществом до 1 миллиона рублей. Зимние шины в подарок. Пройдите тест-драйв в «Эксид-центре РРТ» на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Exceed. Born for more. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Погоду в Татарстане определяет снежный атмосферный фронт. В наши края вновь идет тепло. Подробнее после небольшой информации. Изготовление любой корпусной мебели отданил мастер в феврале со скидкой 10%. Не откладывайте на завтра свою мечту о новой кухне или шкафе-купе по вашим размерам. Узнайте подробности по телефону в Казани 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ожидаются снегопады разной интенсивности. Местами метель, ночью -15, днем ожидается -6. Снег и порывистый ветер ожидается в Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. Местами не исключена метель. Ночью ожидается -13, днем -5. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши снег, метель, ночью до -14 градусов, днем -5. В Арске, Кукмаре, Балтайси облачная, снежная и ветреная погода сохранится. Днем снег усилится, ночью около 12 градусов мороза, днем -4 градуса. Ожидается снег разной интенсивности в Болгаре, Дрожжином, Буинске. В ночные часы до 9 мороза, днем -3 градуса. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также пройдут снег, днем метель. В ночные часы ожидается до -13 градусов, ниже 0, днем около 5 градусов мороза. На дорогах образование снежных заносов, местами ухудшение видимости. В воскресенье температура повысится, местами до плюсовых значений. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В столице Татарстана облачно, снежно и довольно тепло. Местами метель, в ночные часы около 8 градусов мороза, днем ожидается около 2 градусов ниже 0. К вечеру станет теплее, ветер южный, порывистый. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба, влажность воздуха 87%. Магнитное поле Земли спокойное. Несмотря на потепление, февраль к своему завершению решил компенсировать недостаток снега, наметая сугробы. Но сколько бы зима ни сердилась, считанные дни остаются до начала долгожданной весны. Хорошего вам настроения и до новых встреч!